Мне до сих пор школа снится. Я не могу поверить, что это закончилось. Елизавета Бельская – выпускник 70-й Казанской школы и один из лучших учеников республики. На ЕГЭ по 3 предметам набрала 292 балла. Из них 100 за русский и 100 за информатику. Говорит, в детстве любила играть с машинками и роботами. Называет себя патриоткой, поэтому будет поступать в КФУ. Планирует изучать робототехнику и нейробиологию. Скорее всего, еще долго буду жить у нас в республике и продвигать, получается, информационные технологии, либо, может быть, займусь онлайн-образованием, то есть учить других детей, чтобы они получали такие же результаты. Таких, как Елизавета, успешных выпускников в республике 256. На 17 больше, чем в прошлом году. Лидером по количеству умников и умниц стала Казань. В этом году здесь 125 100-бальников. Далее Челны, Альметьевск, Нижнекамск. За 2 предмета 200 баллов получили 11 выпускников. Хотелось бы достичь таких же результатов, как Лобачевский. Будем стремиться. Камиль Насрединов в детстве любил играть с плюшевыми мишками, цифрами не увлекался вообще. Любовь к математике привил учитель Пестричинской школы, где Камиль учился до 7 класса. У него 100 баллов по математике и 100 по информатике. Общался с учениками там, и иногда играл на гитаре на переменах. Да, ну он был, конечно, строгий, иногда получал двойки. В этом году результаты ЕГЭ в Татарстане выше среднероссийских. Улучшились показатели по русскому языку, математике, химии, информатике, биологии, географии, английскому, французскому, китайскому языкам. К примеру, среди районов тройки лидеров по результатам ЕГЭ по русскому – Атнинский, Бугульминский, Верхнеуслонский районы, Сармановский, Ютазинский, Алькеевский в аутсайдерах. С ними будут работать отдельно, признался сегодня Ильсур Хадиуллин. Если в школе нет полноценного образования, доступного, качественного, знаете, какой-то репетитор не может подготовить ребенка к ЕГЭ. Это не должно быть самоцелью. Самоцелью должно быть воспитание и обучение, начиная с 1 класса. Были и нарушения на ЕГЭ. Из них грубых 9. С экзамена были удалены 3 ученика за использование телефона и шпаргалки. Результаты были аннулированы, возбуждены административные производства. За нарушение правил сдачи ЕГЭ также были удалены медработники и организаторы. Медвежьи услуги будут искоренять, говорит министр. Нарушения допускают наши руководители ППЕ, нарушения допускают наши педработники, которые вне аудитории, в аудиториях. Такого не должно быть. Вот самосознание наших работников должно быть на высочайшем уровне. Оказывая медвежью услугу нашим выпускникам, мы абсолютно не оправдываем свои действия. Это неправильно. Минимальный порог ЕГЭ в республике не прошли 1668 человек. Их ждут доп. Экзамены в сентябре. Основные итоги Минобр подведет на августовском педсовете в Актаныше. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.